В начале встречи Рустем Миргалимов рассказал о перспективах развития сахарного завода. Основная задача на нынешнем этапе – увеличить свеклосеяние в республике, для того, чтобы можно было увеличить объемы переработки и выйти на устойчивые показатели. Прошлый год для предприятия был непростым. В силу разных причин решение о запуске завода было принято с запозданием, сказал Рустем Миргалимов. Тем не менее, все же удалось решить ряд острых проблем, провести ремонтные работы и переработать запланированные объемы свеклы в 240 тысяч тонн. Задача нынешнего года – загрузить завод как минимум до 350 тысяч тонн и запустить его не позже 1 сентября. Я очень благодарен руководству республики и профильному министерству за поддержку, которую они оказывают как свеклосеющему подкомплексу, так и непосредственно заводу. Помимо этого, конечно, я хотел бы выразить благодарность в части поддержки со стороны республики по программе, которую мы ведем вместе с Энергетическим банком, программа реструктуризации. Хотелось бы ее завершить, и здесь нас республика очень поддерживает. В планах подготовки к предстоящему сезону запланированы работы по текущему ремонту и по замене части оборудования на сумму почти 43 миллиона рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году. Обращаясь со своими вопросами к Рустему Миргалимову, свеклоздатчики говорили о своей готовности увеличить объемы посевных площадей. Им закуплено дорогостоящее оборудование, но нужны определенные условия по приемке сахарной свеклы и стабильная работа предприятия. Завод градообразующий. Конечно, уважаемые коллеги, я хочу, чтобы завод работал. Я за то, чтобы все меры господдержки к вам доходили. Я за то, чтобы вы сеялись. Я за то, чтобы у вас спорных вопросов не возникало. Но вы никогда не должны забывать, завод убивать нельзя. Работать людям. Это ведь действительно в районе очень такой социальный завод, я бы сказал, по всем показателям. Завод будет работать, это первое. И, конечно, здесь надо иметь долгосрочные планы и перспективы как нам, переработчикам, так и нашим партнерам, свеклоздатчикам. Сегодня мы и озвучили о том, что мы хотим заключать долгосрочные договора, такая задача поставлена. Я думаю, что в этом году мы эту работу начнем и уже договора долгосрочные в этом году будем заключать. Для свеклоздатчиков увеличена доля по давальческой схеме, но без авансирования, и одна из причин – незавершенность программы по реструктуризации. К ней привязаны и планы по модернизации завода, сказал Рустем Миргалимов. При эффективных инвестициях есть возможность вдвое увеличить мощность предприятия и довести переработку свеклы до 6 тысяч тонн в сутки. Шрифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаево-Черкесия, Ногайский район.